Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Экономика и мы». С вами Мадина Албогачиева, и в сегодняшнем выпуске вас ждет европейское качество. Как бренды обманывают российского потребителя. Потребительская корзина. Сколько стоит и что в нее входит. День работника налоговых органов. В этом месяце налоговики отметят юбилей ведомства. Интервью об изменениях в системе ОСАГО. Товары в России под импортными марками оказались хуже, чем в Европе. Федеральная антимонопольная служба обнаружила, что западные компании продают под своими брендами продукцию, которая по составу и качеству отличается от оригинальной. В частности, большую разницу нашли в стиральных порошках двух популярных марок, а также в известном швейцарском шоколаде. Подробности в сюжете. Антимонопольная служба установила, в Европе и России одни и те же марки бытовой химии различаются по качеству. Федеральная антимонопольная служба обвинила производителей порошков «Ариэль» и «Персил» и шоколада «Линд» в двойных стандартах. А именно, в России под этими марками распространяют продукцию, которая по качеству и составу отличается от европейских аналогов. Федеральная антимонопольная служба подала предупреждение производителям шоколада «Линд» и стиральных порошков и капсул для стирки «Персил» и «Ариэль» в декабре минувшего года из-за того, что их товары в России отличаются по составу, качеству и условиям использования товаров под этими же брендами в странах Западной Европы. В частности, отличается пенообразующая и моющая способность стиральных порошков, указывает ФАС. Согласно рекомендациям, на упаковке в России для тех же условий стирки нужно потратить в 1,5-2 раза больше порошка, чем в Европе. Федеральной антимонопольной службой выдано предупреждение об устранении нарушения, которое вводит в заблуждение наших потребителей. Например, порошки, которые продаются в Европе, качество лучше, чем в России. Но при этом данный производитель указывает в своих упаковках, что немецкое качество, также указывает, что номер 1 в Европе. Соответственно, у них аналогичные товары должны соответствовать качеству, как и в Европе. Чтобы в России выпускали такую же продукцию, как в Европе, нужно, чтобы требования нашего законодательства совпадали с европейскими. Так почему в Европе «Ариэль» более высокого качества? В Евросоюзе более жесткие требования к экологичности порошков и количеству химикатов, которые после стирки попадают в стоки. И это делает порошки более дорогими. Но качество стирки от российских версий известных порошков будет не хуже, чем в Европе, если вы, конечно, четко следуете инструкции на упаковке. Федеральная антимонопольная служба намерена проверить импортные продукты питания, продающиеся в России, на соответствие иностранным аналогам. Проблема эта давно известна, однако кто пробовал, к примеру, шоколад в странах Евросоюза и такой же продукт в России, называют иностранный вариант более вкусным. Вкусовые предпочтения – вопрос спорный, хотя продукты под глобальными брендами, продающиеся в России и за границей, действительно могут отличаться. Получается, что крупные компании регистрируют в стране бренды и вводят в заблуждение российских потребителей, продавая не тот товар, на который надеялись покупатели. Изо дня в день мы отдаем деньги за продукты, покупаем одежду, платим за ЖКХ и другие услуги. Объем затрат непосредственно зависит от толщины кошелька каждого потребителя. Но в России, Европе, США и прочих странах предусмотрены стандарты, определяющие минимум, который называется потребительской корзиной. Разберемся, что это такое и из чего она складывается. Понятие потребительской корзины является ключевым для анализа экономики и уровня жизни населения России. Именно этот показатель определяет размер прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда. Потребительской корзиной принято называть продуктовый набор, перечень непродовольственных товаров и услуг, которые необходимы для человека, его здоровья и удовлетворения минимальных потребностей. Это именно тот минимум, который достаточен, чтобы прожить человеку в течение месяца. Хлеба, мясо, масло, картофель и так далее, и так далее, и так далее. Определяется в потребительской корзине. Чтобы определить его стоимостное выражение, есть прожиточный минимум. Это денежное выражение потребительской корзины. То есть мы сегодня, к примеру, 12 130 рублей прожиточный минимум, да? Ну, он уравнялся с минимальным размером оплаты труда, они одинаковые, 12 130 рублей. Вот человеку, чтобы прожить, наше государство гарантирует вот этот набор продуктов питания и одежды и так далее. И вот в стоимостном выражении вот эта сумма выходит. Перечень товаров и услуг устанавливается для каждой из основных социально-демографических групп и не реже одного раза в 5 лет. Население в связи с этим разделяется на трудоспособных граждан, лиц, достигших пенсионного возраста и детей. Стоимость корзины потребителя рассчитывается службой статистики ежемесячно. Потребкорзина представляет собой товары и услуги, условно разделенные на 3 группы. Товары продовольственного назначения, непродовольственные товары, услуги, в том числе ЖКХ, транспорт и так далее. Здесь учитываются все базовые
базовые категории, необходимые для удовлетворения потребностей населения. В России расчет производится, исходя из минимальных цен на группы товаров, что не соответствует действительному положению вещей. Запланировано, что новый подход к формированию потребительской корзины должен быть применен уже в 2021 году. Поменяется не только ее состав, но и сам принцип определения потребностей населения. Налоговая служба в современном виде справедливо считается одним из ключевых звеньев обеспечения стабильного функционирования финансовой системы страны. Сегодня трудно представить развитие страны без четкой и повседневной работы налоговой службы. От ее результатов во многом зависит экономическая стабильность и сила государства. Она является надежной опорой государства в решении важнейших вопросов обеспечения финансовой и экономической безопасности целого комплекса актуальных социальных проблем. В этом месяце налоговая служба отметит свой юбилей. Хорошо известный рекламный слоган «Заплати налоги и спи спокойно» для сотрудников налоговой службы Ингушетии уже давно стал не только атрибутом профессии, но и жизненным принципом. Сегодня в регионе работают около 250 государственных налоговых инспекторов. От их работы зависит ни много ни мало скорость и качество наполнения бюджета региона и страны в целом. Марина Богатырева окунулась в эту сферу всего 3 года назад. Старший государственный налоговый инспектор ни разу о сделанном выборе не пожалела, хоть времени на передышку практически не бывает. Федеральная налоговая служба – это такая структура, в которой ты никогда не сидишь без дела. У тебя найдутся не только обязанности, приходится выкраивать время для того, чтобы уложиться, чтобы найти время даже почитать что-то для себя, имеется в виду, говоря о том же законодательстве. Вот часто приходится одно предпочитать другому, перекладывать все обязанности, распределять их точнее. Одним из ветеранов и профессионалов своего дела можно назвать Магомеда Куштова. Начинал свою карьеру в 2001-м налоговым инспектором. И за годы работы, пройдя все ступени, сумел подняться по карьерной лестнице до должности руководителя управления Федеральной налоговой службой. У нас на данный момент уже состоялся хороший коллектив. Стараемся. Очень рад, что мы важную роль играем в пополнении бюджета и нашей республики, и нашей страны. Поэтому еще раз хотел бы поздравить коллег с 30-летием создания налогового органа. А насколько важно платить налоги, люди поняли, когда пришла беда. Во время пандемии сотрудникам налоговой службы Ингушетии пришлось работать в 2, а то и 3 раза больше. Малый и средний бизнес получил субсидии для частичной компенсации расходов, которые связаны с ведением деятельности в условиях COVID-19. Выплаты составили порядка свыше 13 миллионов рублей. Более 600 предпринимателей и юридических лиц получили эти меры поддержки. Современная налоговая служба ведет свою работу с 90-х годов. С этого момента поменялось очень многое, но все в лучшую сторону. Хлопот у налоговых инспекторов меньше не стало, напротив, больше. Однако для людей все становится доступнее и проще благодаря новым технологиям. Можно сказать, фактически исключается человеческий фактор как возможная система ошибок. То есть даже если вы ошиблись в рамках горизонтального контроля, вертикального контроля, это очень быстро выявляется, это быстро исправляется. Конечно, работать было легче, законных, подзаконных актов было меньше. Все, в принципе, все, что вводится, это вводится для налогоплательщиков, для граждан. Свой круглый юбилей сотрудники налоговой службы отметят 21 ноября. Это их заслуженный праздник. За 30 лет налоговые органы прошли стремительный путь развития, и в этом заслуга самих сотрудников. Все это время они стоят на страже экономической безопасности и социальной обеспеченности страны. В системе ОСАГО в конце лета произошли серьезные изменения. О том, что именно поменялось и к каким последствиям для автовладельцев и страховых компаний приведут эти изменения, расскажет заместитель управляющего региональным отделением Национальным банком Аза Мамилова. Она сейчас как раз на связи со студией. Здравствуйте. Аза Микаиловна, данную реформу называют реформой индивидуализации ОСАГО. Наверное, потому что она прежде всего направлена на более справедливое ценообразование для страховых полисов ОСАГО, чтобы аккуратные водители платили за полис меньше, чем было ранее. Да, действительно. Поправки в закон об ОСАГО вступили в силу 24 августа.
и призваны сделать ценообразование страховых полисов более справедливым. Отныне аккуратные и ответственные водители смогут покупать полис ОСАГО дешевле, чем раньше. Индивидуализация тарифа по ОСАГО позволяет привязать базовый тариф к конкретному человеку, а не к территории, как это было прежде. При формировании цены на полис страховщики будут учитывать опыт и стаж водителя, наличие нарушений правил дорожного движения, таких как проезд на красный свет или выезд на встречную полосу, пробег транспортного средства и его возраст, наличие в машине оборудования ГЛОНАСС и других устройств, семейное положение водителя и наличие у него детей. Где водители смогут узнать про эти факторы? Все эти условия должны быть опубликованы на сайтах страховых компаний вместе с тарифным калькулятором, чтобы каждый водитель смог сам рассчитать цену своего полиса и выбрать для себя более выгодного страховщика. Расширены границы тарифного коридора для базовых ставок. Для какой категории водителей и насколько меняются тарифы? Для наиболее многочисленной группы легковых автомобилей физических лиц тариф будет расширен на 10% вверх и вниз. По новым правилам минимальная базовая ставка по этой группе будет составлять около 2500 рублей, а максимальная 5500. Для владельцев такси границы стоимости полиса увеличились вверх и вниз на 30%. Для общественного транспорта верхняя граница остается без изменений. Минимальную решено понизить на 5%. Коэффициент территории преимущественного использования – это один из используемых при расчете ОСАГО коэффициентов. Он отражает интенсивность движения в том населенном пункте, к которому привязано транспортное средство. Как в данном случае изменится территориальный коэффициент? Как известно, чем выше плотность транспортного потока, тем больше вероятность дорожно-транспортных происшествий. И, следовательно, в крупных городах полис будет обходиться дороже. Так, например, территориальный коэффициент для нашей республики составляет в Назране 64, а для города Малгобек 0,82. Для сравнения могу привести примеры. В Москве он будет составлять 1,9, а для Московской области 1,63. Как будет производиться расчет стоимости страховки? Для каждого автовладельца стоимость полиса будет своя, так как она будет учитывать все индивидуальные особенности водителя. Для начала страховая компания определяет базовую индивидуальную ставку полиса клиента с учетом всех тех факторов, о которых мы говорили выше. Затем учитываются установленные законом и известные всем автовладельцам коэффициенты, такие как коэффициент мощности автомобиля, коэффициент ограничения, когда автомобилем управляет несколько человек, коэффициент территории, о котором мы только что говорили, коэффициент бонус-малус и коэффициент возраста, стажа, ну и другие. Перемножив базовую ставку на эти коэффициенты, можно получить итоговую стоимость своего полиса ОСАГО. Не случится ли так, что страховые компании используют расширение тарифного коридора для быстрого поднятия цен на верхнюю границу? Если цена и вырастет, то только в отношении недисциплинированных водителей, которые допускают грубые нарушения правил дорожного движения. Наоборот, мы считаем, что использование страховщиками всей доступной информации поможет более точно определить цену полиса для водителей с низким и высоким уровнем риска. Согласитесь, несправедливо, если примерный водитель и злостный нарушитель будут одинаково платить за полис ОСАГО. По коэффициенту бонус-малус в свое время было много обращений. Куда обращаться автовладельцу, если он не согласен с присвоенным ему коэффициентом? Если водитель считает, что коэффициент бонус-малус, КБМ, при переоформлении полиса ОСАГО присвоен неверно, ему нужно написать заявление в свою страховую компанию. Если его не устроит ответ, то тогда уже следует связываться с Российским союзом автостраховщиков. Если о гражданине ранее были поданы противоречивые сведения, РСА, Российский союз автостраховщиков, будет трактовать любые ошибки в его пользу. Например, если в базе у водителя окажется несколько КБМ, по данным от разных страховщиков, то в базу РСА будет внесен минимальный. И тогда страховая компания пересчитает вам цену полиса. Ну что ж, спасибо, Аза Микаиловна. А я напоминаю, что на вопросы наши отвечала Мамилова Аза Микаиловна, заместитель управляющего отделением Национального банка России. Ну что ж, друзья, на этом наша программа подошла к концу. Всего доброго, до встречи!